Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, коллеги. В первую очередь хочу поздравить родное министерство с 30-летием и всех присутствующих на данном круглом столе. Думаю, что для народных дипломатов это тоже праздник своего рода, потому что министерство нас непосредственно курирует и помогает нам. Не так давно один человек меня спросил, почему же вы занимаетесь народной дипломатией, дает ли это вообще какой-то эффект или это просто так. На самом деле было о чем задуматься, но тем не менее хотелось бы сказать, что да, действительно, наверное, наша республика уникальна тем, что исполнительные органы власти умеют слушать и слышать, и таким образом в конце 2019 года, при поддержке наших соотечественников, которые на Эсэхе Европы в Латвии собрались и сделали резолюцию, удалось данную резолюцию донести до Министерства внешних связей, до нашего главы. И в этом году у нас уже будет первый форум соотечественников. Очень ждем этот форум. Также, если говорить о поддержке, очень важно, когда люди поддерживают друг друга, поскольку именно люди между людьми, именно, как бы это выразиться, именно люди создают проекты, люди создают разные мероприятия, поэтому поддержка очень важна. И тут хотелось бы поблагодарить Владимира Николаевича Васильева за то, что он поддержал. И теперь у нас есть молодежный северный форум, о котором бы я хотела кратенько рассказать, потому что времени совсем мало. Молодежный северный форум. Так. Это молодежное крыло Международной организации северных регионов, и мы созданы для того, чтобы продвигать интересы молодежи при решении задач, которые стоят перед Севером и Арктикой. На самом деле был проделан довольно большой путь для того, чтобы идея реализовалась. И хотелось бы обострить, наверное, ваше внимание на наших ценностях. Как я уже говорила, проекты, дела создаются людьми, поэтому в первую очередь, конечно же, мы за важность человеческих отношений. В данное время у нас 5 основных направлений деятельности. Это человеческий капитал, экономика, инновации и предпринимательство, культура, туризм и продвижение территорий, изменение климата и экология и программы стажировок и добровольчества. За небольшой период времени, в который мы работаем, у нас уже налажено сотрудничество как с республиканскими, так и с российскими и международными организациями. И здесь вы видите географию регионов-членов Северного форума. На данный момент из 13 регионов активную позицию имеет 5 регионов. Мы видим только обложку. Что видим? Не перелистываются слайды. Так, это, видимо, из-за проблем с интернетом, потому что у меня все перелистывается. Пока только титульный лист стоит. Да, так. Давайте я попробую остановить и заново. Сабина, сейчас Александр Новоприезжий запустит презентацию. Так видно? Вот так видно, хорошо. Да, география появилась. Да, география регионов-членов Северного форума. Хорошо, очень быстро. Здесь вы видите структуру Северного форума, и мы вот являемся структурным подразделением Большого Северного форума. На данный момент у нас в команде представители 5 регионов, но думаем, что постепенно будем расширяться. Поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. Если у вас есть проекты в сфере народной дипломатии, которые связаны как-то с Севером и с Арктикой, будем рады сотрудничеству. И также, пользуясь случаем, хотелось бы всех тех, у кого мы еще не брали интервью, пригласить для участия в нашей
аудиопередачи «Якутия в мире», которая выходит каждое воскресенье на русском и на якутском языке, а также размещается на подкаст-платформах. Спасибо.